Нам, жителям Мирнинского района, очень повезло, что именно здесь, в Западной Якутии, в середине 50-х годов прошлого века советскими геологами были открыты богатейшие месторождения алмазов. Эти месторождения были открыты на взлете советского государства в период централизации и планового хозяйства, благодаря которому именно здесь, в таежной, непролазной, глухой якутской тайге, и появился сам город Мирный, город Удачный, поселок Айхал, Алмазный, Светлый, Чернышевский. Была построена Чернышевская гидроэлектростанция, затем Светлинская ГЭС, проложены автодороги, линии электропередач, построены школы, детские сады, больницы. Если бы эти месторождения были открыты не в 50-е годы, а, например, в 90-е годы прошлого века, то вряд ли бы все это было бы создано здесь руками человека в якутской тайге. Скорее всего, месторождения алмазов отрабатывались бы уже частным и иностранным капиталом, современными методами, то есть с использованием вахтового метода работы с минимальными вложениями финансовых и материальных затрат. Нам, мирнинцам, также повезло, что когда в начале 90-х годов произошел распад Советского Союза, когда произошла приватизация государственных предприятий, алмазодобывающая отечественная промышленность сохранилась в статусе государственной. Была создана акционерная компания «Алроса», которая до сих пор является государственной компанией, учредителями которой является правительство Российской Федерации, правительство Республики Саха-Якутия и администрации 8 улусов западной провинции. Благодаря этому в последнее время акционерная компания «Алроса» по-прежнему продолжает вкладывать значительные финансовые средства в социально-экономическое развитие нашего района, строить здесь жилье, больницы, школы, детские сады. Мирнинский район является особым районом в Республике Саха-Якутия. Именно здесь добывается 15% мировой добычи алмазов. На территории района вырабатывается 30% энергетики Республики Саха-Якутия. И именно здесь производится четверть валового продукта Республики Саха-Якутия. Мирнинский район – район труженик. Основная часть его жителей – это работники акционерной компании «Алроса» и ее дочерних предприятий. И наш район многонациональный. Нет больше в Российской Федерации такого района, на территории которого проживало бы в мире и соседстве представители почти 80 национальностей бывшего Советского Союза. Это стало возможным благодаря тому, как я уже говорил, что наш район создавался в 50-е, 60-е, 70-е годы прошлого века посланцами со всех республик, союзных республик, автономных республик бывшего Советского Союза. И до сих пор многонациональный народ, который проживает на территории Мирнинского района, живет здесь в мире и согласии.